В столице республики продолжается 4-я спартакиада зимних видов спорта Якутии. Сегодня второй день соревнований. Якутские спортсмены борются за чемпионство в метании аркана на хорей. За состязаниями наблюдает Саргалана Неустроева. Саргалана, здравствуй, тебе слово. Юлия, здравствуйте. Сейчас я нахожусь на Зеленом лугу. Здесь проходили соревнования по метанию аркана на хорей. И всего здесь собралось 127 спортсменов. Это 23 команды из разных районов республики. Они боролись в 5 видах возрастной категории. Это юниоры и юниорки, мужчины и женщины, а также ветераны. Нам удалось поговорить с одним из участников соревнований, ветераном с 20-летним спортивным стажем Анатолием Поповым. Я вообще северным многоборьем начал заниматься в 2000 году. Так уже прошло 20 лет. И сейчас уже выступаем среди ветеранов. Аркан, маутензян называется, и его изготавливают из оленей шкуры, то есть плетеные арканы. Раньше были, когда я начинали, студенческие годы, там были, например, очень мало аркан, потому что так как он еще очень дорогой, один аркан стоит 20 тысяч. То есть, не было возможности купить на каждого аркана, да. А сейчас уже 2016-2017 года, как включили северное многоборье за счет игры Манчары, зимние спартакиады, уже районы начали закупать арканы. А вот то, что сегодня немного ветреная погода, это как-то влияет на результат? Сегодня 2 метра, это неощутимо. А вообще для кожаных арканов это 5-6 метров, это самые идеальные варианты. А сейчас 1-2 метра это вообще не влияет. Для финских искусственных арканов это самое то. Соревнования начались в 10 утра, сейчас они уже подошли к концу, однако результаты будут оглашены только завтра. Сама спартакиада продлится до 1 марта, и впереди у спортсменов еще 2 сложнейших и важных видов зимнего спорта. Это метание топора и прыжок через нарты. У меня на этом все, Юлия. Спасибо, Саргалана. Так и не скажешь на первый взгляд, что инвентарь для этого вида спорта такой дорогостоящий. Я напомню, что на прямой связи была моя коллега Саргалана Неустроева.